حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة وكورة ودوق. Значит, про решение апелляционной инстанции хотелось бы сказать только пару слов. То есть это решение показало, как работает закон, вернее, как он не работает в нашей стране. Можно собрать процессуальный мусор, направить его в суд, и суд этот мусор обратит в приговор. Неважно, как он его обратит, а апелляционная инстанция засилит, если это связано с заказом, с ангажированием. А мы все понимаем и знаем, что это ангажированный политический процесс. Это я в самом начале процесса говорил, еще в Кисловодском городском суде, что это показательная порка, да, и не только ингушам, а нам всем, всему гражданскому сообществу России. Иллюзий мы не питали, но мы, юристы, мы все-таки надеялись, что суд как минимум хотя бы обратит внимание на то, что отсутствуют какие-либо доказательства их вины. Если по организации применения насилия в отношении представителей власти еще смогли натянуть сову на глобус, то по экстремистскому сообществу, да, по созданию и участию в экстремистском сообществе, эту сову они даже натянуть не смогли. То есть это показывает еще раз, что суды, они действуют не самостоятельно. У нас нет независимого суда. Последние события в Российской Федерации, то, что происходило в городе Ростове-на-Дону, и каким образом у нас теперь прекращаются дела по вооруженному мятежу, вся страна увидела. То есть можно совершить вооруженный мятеж, глава государства может сказать, что это террористы, они подлежат уничтожению, и это нож в спину, это предательство, и они будут жестко наказаны на всю страну. О том прекратить уголовное дело и еще участвовать в саммите вместе с мятежником. То есть для этой страны это нормально. А когда судят гражданское общество Ингушетии, когда обезглавливают гражданское общество Ингушетии, это считается нормальным. Такое ощущение, что я живу в психиатрическом стационаре, понимаете, где все алогично. Мне нечего сказать больше. Я не вижу смысла что-либо комментировать, и не вижу смысла комментировать это с позиции закона, с позиции права. Его просто растоптали. Права в Российской Федерации нет. Закона в Российской Федерации не существует. Существует право сильного, существует право того, кто хочет сделать так, чтобы в Российской Федерации не было гражданского общества, не было нормального общества, которое ориентировано на созидание. Ахмед Барахоев правильно сказал в процессе, ссылаясь на Библию и Коран, что молчание – это грех, это в Священном Писании написано, а коллективное молчание – это коллективный грех.
Так вот нас всех приучили к этому коллективному греху, чтобы мы все молчали. Наша беда, беда всех россиян, то, что мы все молчим, коллективно молчим и привыкли к этому молчанию. И вот пока мы будем молчать, такие приговоры мы будем видеть каждый день. Ну что о процессе думают? Печально все это, что такие вещи в нашей стране происходят. Вот, и мы видим, что с каждым днем, что ситуация все хуже и хуже. Если честно, я в действиях этих людей даже административного состава не вижу нарушения. Вот, не то что об уголовном. Конечно, печально это все. Поддержку эти люди получают полностью от Ингушетии, от ингушского народа. Да и не только от тех нормальных, порядочных людей, которым не безразлична ситуация в стране, все, что происходит. Вот. Печально, конечно. Все-таки как бы надеемся, что немножко хотя бы власти оглянутся, посмотрят, что происходит, и в конце концов как-то начнут учитывать мнение народа, мнение людей, да и вообще лицом повернуться к закону, к нашей же Конституции, в которой говорится о состязательности суда, о равенстве сторон процесса. Мы надеемся это увидеть рано или поздно. Собрались, приехали, понятное, ясное дело, увидеть, посмотреть, услышать все это. И в конце концов на справедливость, надеемся на справедливость. На справедливость надеемся. До сих пор, конечно, одно мучение. Мы очень волнуемся за своих братьев, за сестру. Надеемся на справедливость. Кто будет говорить правду, вот вам пример дают они. Вот вам будет. Все волнуются, переживают за них. Вот сегодня даже вот я лично, я не знаю, и остальные, наверное, так. Ночью я не спал. Думаю, а у них как состояние какое будет? У них вот волнение, что же будет сегодня, как это? Ну, не знаю, до сих пор надежды в то, что творится в государстве, в республике, надежды очень мало, но надеюсь на Всевышнего. Вы хотели передать старейшинам Зариф и остальным подсудимым? Все у них есть. Мужество, терпение, все у них есть. Здоровье. И поддержка. Да. Молодцы. Конечно, мы внутренне надеялись, все надеялись, что что-то там должно измениться. Но я, в принципе, никаких иллюзий не строил. Это дело политизированное, дело сфабриковано, об этом уже очень много было сказано. Но я хочу сказать о другом, о том, что как мы здесь, на Северном Кавказе, воспринимаем этот процесс. Мы воспринимаем, что это такой сигнал для всех. Это приговор нам всем. Нам говорят, вот если вы перейдете некую черту, которую устанавливает Кремль, федеральный центр, вот что будет с вами. И это не важно, что вы будете оставаться в правовом поле российском. Это абсолютно не важно. И еще я хочу обратить внимание на другое обстоятельство. Для меня очень важно. Ни мои соратники, мы не говорили о границах, мы очень деликатно к этой теме относились. Мы считали, что если бы была бы предоставлена такая возможность ингушам и чеченцам разобраться между собой, они бы разобрались бы. Там есть множество разных институтов и религиозных, и традиционных, кроме российского законодательства, которые бы позволили бы это сделать. Но этого не было сделано. И здесь вот я хочу отметить, что Кремль возрождает имперские колониальные методы решения вопроса на Северном Кавказе. И очень символично, что суд проходит на улице Лермонтова, и здесь рядом памятник Ермолову. Понимаете, Ермолову, который как раз
насаждал вот такие методы решения проблем на Северном Кавказе во время Кавказской войны. То есть он говорил, что нужно играть на противоречиях, которые есть здесь, на Северном Кавказе, у народов, значит, Северного Кавказа. Нужно их разыгрывать. Это был его метод. И вот мы видим, это очень символично. Здесь рядом находится памятник Ермолову. И эти методы Кремль сегодня возрождает в решении проблем на Северном Кавказе. И еще я хочу обратить внимание на другое очень важное обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание. Мы все знаем, что идет процесс унитаризации России. Она отказывается от федеративного устройства. И смотрите, что произошло в Ингушетии, когда Ингушский конституционный суд отменил решение парламента. Это решение было отменено Конституционным судом российским, и после этого ликвидировали все эти конституционные суды. Мы радовались, понимаете, когда было принято вот такое решение Ингушским конституционным судом, мы говорили, что вот проснулся вот спящий институт, Конституционный суд, один из главных вот символов государственности, и после этого конституционные суды во всех республиках были упразднены. То есть, дальше еще на что я хочу обратить внимание. И вот я хочу поставить совсем не риторический вопрос такой. Вот вся эта ситуация, насколько эта ситуация, она работает на единство страны, на ее безопасность. И я отвечаю, что нет, она подрывает ее единство, она подрывает ее безопасность, потому что, я еще раз повторяю, я с этого где-то начал, что мы вот на Северном Кавказе воспринимаем вот это решение, воспринимаем, что это сигнал для всех нас. Сигнал для всех нас, что вот что будет с вами, если вы перейдете вот эту черту. И дальше что делать? Мы должны, значит, делать вот то, что я сейчас пытаюсь сделать. Мы должны все, что здесь произошло, придавать гласности. Мы должны, я считаю, на Северном Кавказе создать вот целое движение в защиту лидеров ингушского протеста, потому что это касается всех нас. Allah bialını tıbağal için, şırrıqını tıbağal için, Allah bialını tıbağal için, şırrıqını tıbağal için. دوني شحيخ جيت أتو يزمين حضيات ساخر لا تواخش داخل بلاد نفقات يغزرات داخل